сам не надо брать. А погибших было 7 миллионов, как Сталин сказал. Да, ну, погибших сейчас советские наши, как бы, на чем я базируюсь, с какой точки зрения, понятно, есть оценки до 40 миллионов, около 10,5 миллионов. Немецкие где-то в районе 7-8 союзниками. То есть, получается, все-таки не 1,3 трупами мы завалили, то есть, получается, отношение где-то 1 к 1,5, да? То есть вы говорите 10 с чем-то, с учетом нескольких миллионов, которые еще не найдены? Нет, это со всем учетом найдено. Официальная точка... по статистике цифра, военной, официальная, да? Нет, официальная наша статистика, которая не утверждена, Кривошеевского, это 8 миллионов 660 тысяч, да, с копейками? Военнослужащих, да? Да, именно погибших. Мы не берем гражданского. Те историки, которые как бы оспаривают эти цифры, есть разные. Кто-то говорит 20 миллионов, кто-то говорит 40 даже оценки. Именно военнослужащих чуть ли не. Вот, то есть, ну, я читал различные, это как ее... как бы доказательства, там есть и работа Литвиненко, например, почитайте «Цена победы», там основывается до 9, ну там, правда, все-таки около 9 миллионов он считает, а другие на основе различных документов, на основе различных подсчетов говорят о 10,5 миллионов потерь, да? То есть официально 8 миллионов 660 тысяч, еще получается около 2 миллиона, это вот как раз неизвестно, которые не вошли ни в какие списки, то есть туда 10,5 миллионов. Хотя во время войны статистическая отчетность не всегда качественно велась. А у Германии 7 миллионов, нет, это с учетом мирных жителей или без учета? Нет, это мы про военных говорим. Глядите, какой момент. Вы забываетесь одну вещь. Всегда учитывали, вот было два типа учетов в армии, да? Первый. Это человек как биографическая личность, как фамилия, имя, отчество, уроженец того-то. И второй как единица снабжения, понимаете? Поэтому, как единица снабжения, когда вот у нас были огромные окружения, как вы считывали, что в окружении попало столько народу? Каждые 10 дней, каждая армия, каждое подразделение сообщало, сколько у них людей. В каждом полку, в каждой роте. Представляете, есть такие огромные таблицы, они разрисованы, они все есть. То есть, когда, например, в Вяземском котле сгорело несколько армий с фронтами, да, фронт целый. Получается, подняли их не уцелевшие, которые предыдущие ушли в архив документы, в Главное управление кадров, да, РКК, подняли и сравнили с тем, которые эти, получается, вновь сформированные дивизии, да, которые вышли из окружения, они сравнили, сколько вышло из окружения и сколько до этого было. И после всех подсчетов они вывели, вот такое число у нас потерь, понимаете. Но из них похоронок прислали вот столько, потому что на них нашли биографические данные. Но ведь полностью почитать их почитали, но почитали как единицу, понимаете? А когда людей заставляли идти в атаку без оружия, значит, Нет, с тактистикой снабженчества это вот вы была не либеральный совсем... миф рассказываете. С оружием у нас наоборот лучше шло. Это Первая мировая, когда у нас там и оружия не хватало, и снарядов было, кое-как стреляли. Все-таки Великая Отечественная, хоть мы уступали по снарядам, но все равно была лучше ситуация. Без винтовок мы никогда не бегали, солдаты. Более-менее ситуация всегда была лучше. Даже ополченческие дивизии, которые ушли в 1941 году, их же ведь они сразу были брошены. Кстати, в июле сформировали. А в бой-то немногие вступили в октябре 1941 года. Их же многих переформировали, тех, кто, вот представьте, он прибыл на фронт, но он слабосильный. И вы почитаете документ, там же пишется, как их обратно отсылали в Москву, как их обратно возвращали, на их место уже призывников ставили, как вместо старых французских пушек уже ставили нормальные, потому что менялось. А вот когда потом после Вяземского котла, да, были периоды, когда не хватало именно тяжелого оружия. Ну, таких слабосильных еще сотни тысяч расстреливали. Как трусов, как изменников, хотя они... Владимир, у вас я еще раз говорю, я говорю, запомните, население СССР не хватало для войны даже с Германией, потому что, еще раз говорю, потому что они, видите, нас громили по частям. Вы считали, не было сотен тысяч расстрелянных военной юстиции и смершими... Вот. Ну, это извините. То есть не всех отправляли назад? Это нормальная ситуация. А как вы думаете, что... Ну, сотни тысяч расстрелов во время войны – это ненормальная ситуация. Это в десятки раз больше, чем расстреливали в германской армии. То есть неужели у нас такой плохой народ был? Ну, вы не забывайте. Ну, не сотни тысяч расстреливали. У нас тяжелое положение было, многие бежали. Там же не забывайте, что у нас было. Революция, вот именно тяжелое положение, а мы еще, нас еще расстреливают. Ну, извините, если он не хочет сражаться, если он агитирует против власти, что с ним делать? Кормить его? Он, извините, нужен на фронте, он не хочет сражаться. Вот странно так получилось, что именно наш народ не хотел сражаться. Почему-то немецкий хотел. Не все. Почему? Значит, может, не в народе дело? У немцев, знаете, сколько бегало? У нас, наоборот, очень много хотел сражаться. И немцы и рассчитывали, что после революции, произошедшей буквально даже меньше поколений назад, должно много помощи восставших, именно бывших духовенства, помещиков. А оказалось, что намного меньше было помощи. А расстреливают любая армия. Глядите, когда немцы там вторглись, что было сказано? Что Женевская конвенция на наших военнопленных не действует. Это было в секретном. Почему? А потому что... Потому что мы не пускали проверяющих Красного Креста на территории советских еще раз лагерей. Молотов писал не отвечать.
Да. Так поэтому к нам относились, к нашим военнопленным. А теперь поднимите Это немецкие. мы перестали сотрудничать с Красным немецкие Крестом. документы, где было написано, А в чем правда? Что еще, понимаете, глядите, Вермахт, например, с радостью хотел сотрудничать. Знаете почему? Потому что когда они захватили... Он не хотел, чтобы к их военнопленным были плохо относились. Не столько, поэтому... даже, столько из-за этого. Они захватили, представляете, у немцев было все подсчитано. Глядите, один паек немецкого солдата равнялся 10 пайкам военнопленного. Понимаете? То есть они везут численность своей армии вот на неделю назад, да, то есть они, знаете, немножко гуляют, плюс запас, где-то 10%. Этот 10% увеличится еще в несколько раз, да, потому что это же пайки солдатские на военнопленных. А они захватили не 100 тысяч планируемых пленных, а 300 тысяч. И кормить их нельзя. И что происходит? Вермахт стучал наверх Гитлеру и говорил: давайте договоримся с русскими. Пусть Красный Крест там пусть передает продовольствие, что нам надо кормить. Понимаете, какой момент? Сами говорите, как мы относимся к военнопленным, так будет относиться к нашим. Понимаете? Поэтому Вермахт понимал, обычные солдаты, офицеры, что это для них обернется потом очень плохим делом, да. когда будут. А у нас Сталин говорил, что все, кто сдались в плен, миллионы людей, должны были застрелиться, а иначе мы их называем врагами народа. Дальше. И поэтому с Красным Крестом не сотрудничали. А вы теперь почитайте Женевскую конвенцию, если вы откроете, прочитайте, там написано, что ее должны соблюдать все страны, даже не подписавшие, понимаете? Просто Гитлер, когда вступил в войну с Советским Союзом, он секретным протоколом служения было принято решение, что Германия не соблюдает Женевскую конвенцию в отношении советских военнопленных. Почему? Потому что мы унтерменши. Да на них креста негде было ставить, конечно. Нет. На Германии. Они нарушали по всем пунктам. Они документы, кроме химического оружия, они могли пойти навстречу, где-то ужаться, но они этого не стали делать, потому что это что были унтерменши, стали, понимаете, еще проводиться отрицательный отбор, как у нас с НКВД, да? Помните, я говорил, когда начали фальсификовать? Также, то есть нормальные начальники лагерей, которые хотели что-то, начали отсеиваться, они понимали, что за это будет ответственность, понимаете? Вот глядите, тебе пробывает 5000 военнопленных. Через 3 месяца у тебя остается 2000. Тебе придут по шапке настучат. Вы знаете, в 1942 году немцы кучу приказов выпустили о сохранении военнопленных. Знаете почему? Не потому, что они пересмотрели теорию. Выяснилось, что эти военнопленные нужны как рабочая сила в Второй Германии. И куча армейских приказов, армейских, немецких, что сохраняйте военнопленных, хорошие отношения, чтобы они не бежали, чтобы они, да, немцы пленных вели расстреливать, потому что им не хотелось, то есть они замедляли работу. Но остальных они увозили в Германию, чтобы только работали. Вот. Поэтому еще раз говорю, точка зрения, я еще говорю, да, Сталин было вот эти ответы отрицательные, да, мы могли облегчить положение наших советских военнопленных через Красный Крест, но и немцы сделали очень множество против того. Немцы, конечно, это международные преступники. Поэтому читайте, понимаете, новейшие немецкие работы это показывают. То есть моменты то, что немцы уже сразу же, понимаете, еще глядите, помните военную прокуратуру, она везде есть, вот вы говорите, расстреливать. То есть немецкий солдат, укравший что-то на территории Франции, судился. Но в десятки раз в Германии меньше расстреливали в армии. То есть вывод, или советский народ такой плохой, или военное, или руководство, вот сталинское большевистское руководство намного меньше ценило жизнь и хуже систему управления, что они только расстрелами могли управлять. Владимир, расстрелы, массовые расстрелы, ничего не изменит. Люди, понимаете, до определенного момента боятся, а потом перестают бояться. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, у вас сложилось такое неправильное мнение. Вам спасибо за развенчание мифов. Нет, это ваше субъективное, я ничего не говорю. Но я еще раз говорю, же не историк. Изучайте, смотрите. То есть, да, были приговоры, да, были среди них неправильные приговоры. Когда там боец терял винтовку, он говорил, я хочу. Я думаю, большинство было неправильных. Нет, понимаете, многие боролись с военной прокуратурой, они наоборот. Я не думаю, говорили. что советский народ настолько более трусливый, чем немецкий. Я не думаю, тем более, когда на нас нападают. Владимир, к сожалению, к счастью, наш народ показал наоборот образцы героизма. Да, были эти, понимаете, почитайте, вам надо дать эту книжку Хейнрице. Он описывает, я, говорит, не пойму этот народ. Одни ко мне бегут и спрашивают, куда-то сдаться в плен, а другие сражаются до последнего, понимаете? И он не понимал, почему так происходит. Он говорит, это один и тот же народ. Это одни и те же русские, мордва, там, татары. Но я вижу, что мне сообщают с линии фронта, что там русский остался один у пулемета сражается, а другие, наоборот, ко мне выходят, я на машине еду, спрашивают, генерал, там, а куда пройти в плен? Нам бы сдаться, мы готовы работать. Те же Хиви, сколько их сдалось? Понимаете, то есть вопрос вот в чем. Ну, из-за коллективизации, конечно, несколько миллионов но людей. При этом для не них забывайте, Гитлер не количество был хуже, Хиви чем никак Сталин. не превысило, там у нас сколько оно считается, то ли около, не буду вам говорить, но партизан у нас было намного больше, потому что еще и политика унтерменши, да, то есть сначала обрадовались, так же, как и заигрывание Сталина с церковью. Оказалось, почему были нацисты хуже, потому чем что, да, потому что Сталин. они с кем? Унтерменши, мы все унтерменши. Я говорю, еще раз, есть военная прокуратура, она судит за то, что, почему, есть такое слово, помните, мародер, да? Знаете, откуда он пошел? Откуда?
Это как раз Германия себе испытал, когда была 30-летняя война. И переходим к следующей. Германии. Ага. И там был такой командир наемников, мародер. И они как раз грабили. Фамилия, да? Понимаете? А потом местные жители отдельных солдат ловили, вешали и убивали. Поэтому к 19 веку все воюющие армии приняли о том, что не надо солдатам давать распускаться. Почему? Сейчас он убил местного жителя, а в следующий раз он убьет офицера, которого не нравится приказ, которого посылает в атаку. Вот поэтому. Может, вы правы, но не могу это принять. Момент расскажу. Да. В 1945 году немцы до сих пор не знают, сколько у них погибло, представляете? То есть мы не знаем, сколько у нас по 41-му, то есть точно у нас плаваются оценки, а у них в 45-м вообще вся система была разнесена. И не забывайте еще один такой момент. В 45 году к нам, союзники, попала вся армия, да, в плен? К нам попало, если помню, около 5-6 миллионов немецких военнопленных. У нас какая смертность их? 15%. Кроме одних, я потом окажусь. А немецкая смертность, вернее, смертность наших военнопленных немецких свыше 50%. То есть, если бы мы отнеслись к немецким военнопленным как они к нашим, мы бы потери спокойно перекрыли, понимаете? То есть, Но это же они когда к нам попали? В конце войны. Ну, извините. Вот. А наши-то попадали в плен в начале. Но мы тоже могли к ним так же отнестись. Почему? Мы также могли. Только кроме единственной циферки. Знаете, за что они нас обвиняют до сих пор? За сталинградских военнопленных. Из 91 тысячи человек в 55 году по их подсчетам вернулось только 5 тысяч. Потому что они массово умирали, потому что они же нормально не питались. Нет, вообще сравнивать с нацистами, если мы чуть-чуть лучше, это естественно, они... Это... лучше посмотрим. Да. Вы ее помните? Тем более, что я дилетант, а вы... Где-то вот здесь было. Нет, я же ее не находил. Профессионал. Мы убирали ее. Я еще раз говорю. Да. То есть не будем давать рассказывать, что Советский Союз был настолько плох, не сражалось бы столько жителей за него. И не победили. Ну тут два вывода. Если расстреливают десятки раз больше советских, чем немецких, то или советский народ десятки раз хуже, чем немецкий. В 1945 году вы видели, сколько фотографий повешенных немцев за то, что на дезертировал в Чехии? Я сейчас говорю, у нас расстреливали в 41-м, даже это не перекрыло. И в 42-м, а у немцев расстреливали в 44-м и 45-м, понимаете? То есть, слышали, например, Холенбальский котел? Почитайте, интересная вещь. Наши окружили, там до сих пор крупные братские могилы Европы. Слушайте, где-то мы проскочили. Даже если мы проскочим, это ничего удивительного. Нет, вон в таком. Слушайте, вот здесь где-то. Когда вот этот мемориал, где-то она вот здесь. который в будущем будет, да в таком у нас состоянии. Даже чистили, мне кажется. Конечно. Ребята даже в прошлом году Сергей Цыганов организовывал. Что? Ну, Сергей? Да, Сергей Цыганов организовывал здесь. Там до него мы чистили. И до него, молодцы. Сергей Новиков с Леруа Мерлен. Они ему выделяли. Но против природы, природа, она великое дело. И гром, и молнии, и снег. А вон оно, мне кажется, вот оно. Видите? Вот видите, какой разброс, да, по могилам? Почему? Да, о чем это говорит? Я не знаю. То есть, если, может, все не подъезжали оттуда, не оттуда, а вот, может, оттуда подъезжали. Если объяснение. Да? Если была дорога, как отсюда, то есть подъезжали, то есть первые были, потом вторые, та верхняя, может, последняя или наоборот первые. То есть начали с той, потом выяснил, зачем загонять наверх. Легче здесь, может, снизу. То есть мы стоим. Еще одна могила. Все эти могилы были найдены, то есть ребятами-поисковиками, пробиты границы. Вот. К сожалению, я здесь уже не работал, не могу рассказать, были с ними вещи, но Николай Андреевич упоминал, что были уголки чемоданов, да, найдены. Вы была же, помните, какая версия, он вам не рассказывал? Что думали, что здесь эвакуированы из Ленинграда. Да. Легенда же ходит, что типа у нас замерзли в 1941 году ленинградцы на площади, когда же дали решение руководству, куда их же Россия. Ну это не легенда. Байка, вернее. Ну это, наверное, факт. Нет, Владимир, давайте. Они же куда-то делись. Вот будет документ. Извините, глядите, еще раз объясню. Должно быть записано, эти люди, видимо, подотчетные были. Вот если вы придете в архив и откроете там огромные листы эвакуации, каждый подписался своим КВДшником. Детей эвакуировали с Минска, это все записывалось. Вы ведь не забывайте такой момент. Человек в Советском Союзе числился, чтобы он был везде всегда на учете, чтобы он враг или не враг. Подыскать его можно найти, когда вот мне вот рассказывают, что типа некоторые, как вот Вандышев, это какой был осужден, а Воронин сбежал и спрятался, и не был осужден. Тут вот это какой был, Сандина рассказывал. Так вопрос в том, что если бы на Воронина накопали что-то в допросе, его бы нашли, потому что каждый становился на учет в военкомат, в другие органы. Поэтому... А я не верю, что была советская статистика, была честна. Сталин сам постоянно фальсифицировал статистику. Взять по переписи, на несколько миллионов в 1937-м приписал. Нет. То есть он так миллионами приписывал, фальсифицировал статистику, что я не думаю, что уж прям настолько НКВДшная статистика была непогрешима. Там такие же люди, такие же фальсификаторы
были, я понимаете, думаю, как и во всей номенклатуре. Во-первых, у любой статистики, да, у любого статистического вопроса есть, понятно, различные алгоритмы, как он конечно, ведутся, да. Компьютерные базы сейчас большей точностью обладают. К тому же не забывайте, по этой статистике шли работы. То есть, где, если вы говорите, что он сфальсифицирует, должна быть нормальная статистика, чтобы по ней определять плановый. Понимаете, у нас плановая экономика, должно еще определяться, должно решаться. Так она плановая. Можно, понимаете, можно. Это красивое название. Можно статистику А напечатать. люди от голода умирали. Владимир, я еще по этой плановой экономике. Извините, так в царской России сколько умирали? Но не столько. Больше. Больше? Меньше. Почитайте блог товарища Самарской области. Он еще раз пишет, больше умирало. Намного больше. Голодов было больше. То, что, наоборот, власть наша... За 40 лет 15 миллионов людей умерли от голода. Где? В нашей стране от голода. Вы завышаете оценки. Но я еще это в том числе Тимофей Дмитриевич Надькин, завкафедры. Голод, который был в Российской империи, рядом даже не стоит. Там за 100 миллионов и больше. Конечно. Потому что там, да у нас только не жило. А у нас там учитель. А где вот там жил? Вы думаете, кто-то учитель родился и помер? Нет, ну это давайте... 20 век. 20 век, и у нас 1 миллион людей умирают от голода, и мы сравниваем с 19 веком, говорим, что если в 19 веке, конечно, в 19 веке умирали, так мы хвастаемся, что мы такая развитая страна. Так, давайте, ладно. Мы будем с вами спорить. Это одно захоронение, как вы видите, тоже большое, прямоугольное. Да. Как вы думаете, сколько здесь? Не буду оценить, я здесь не будете, да. работал. Тут ведь надо слой костных останков. А по какому принципу размера определяли захоронение, как думаете? Шурфы были пробивочные. Да, а вот они когда ограничивали, те, кто захоранивали здесь? Нет, глядите, то есть была выкопана яма, да? То есть была выкопана яма. Как размер определялся ее? Нет, вот была выкопана яма, расстреляны, люди свалены, засыпаны, да? Через некоторое время вот это... Провал даже, может, был еще дополнительно сравнен, чтобы не был, когда останки уже через год, через два. Видели же могилы, человек захоронили, через некоторое время проседает. То есть могло быть еще насыпано. Границы определяли шурфовочным методом. То есть щупом нащупывались, бился шурф, шли, и видно стенка. Вот здесь идет чистая земля, а здесь идет мешанина, хоп, останки, понимаете? То есть поэтому границы здесь и точные. Андрей еще каждый проверил, посмотрел, проверил. Ведь был какой момент, вы не забывайте. На тот год, когда 2005, ведь был и момент то, что хотели их эксгумировать. Ведь вопрос об этом велся. Не знаю, почему он остановился. Но ведь не забывайте еще один момент. Я не знаю, правильно нам говорил Владимир Кузьмич, или что-то у меня какая-то аберрация памяти. Ведь расстрельные списки... За 15 лет еще бы. Подписывал кто? Не только НКВД. Их подписывал и первый секретарь. Да. И подписывали вторые, третьи, кто-то когда У попадался. нас как-то принято снимать вину за репрессии. Вот эти расстрелянные, их дети куда попали? Врагов народа. А которые подписывали, они где? Я думаю, если вы фамилии сравните, политической элиты Мордовии, кого-то из них найдете там. Конечно, неприятно смотреть, но было такое время. Можно этим оправдать. Кто-то шел до последнего, да? То есть, а НКВД всего лишь выполнял поручения партии. Как Вант проявил солидарность, да? То есть он же ведь это как вот, вы говорите, человек, который делал план, а вдруг по какой-то момент он его стреляли тоже. То есть время такое было. То есть у НКВД не было возможности не осуществлять репрессии, потому что источником репрессий была коммунистическая партия. Ну, вы не забывайте, что... А виновными назвали именно НКВД, Нет, якобы они были инициаторами. Кто из них был этот, как ее... Курица, кто яйцо? Порядочным. Тех выдавливали, либо уничтожали, да? Как вон Вант лежит и все остальные. Также, ведь посчитайте, ведь тоже среди репрессированных полно хватает сотрудников НКВД. Они тоже попали под молот. Те, кто хотел выслужиться, тех, для которых порядочность не стояла так высоко, чем служебное положение, они делали планы. А по всей стране понятно, большинство поднимали руки согласен с вами, что все-таки это политическая воля была, руководство, не только Сталина, и всего остального. Переходим к следующему, а то ну не будем, зарядки может я кончиться. Еще раз говорю, коммунистическую партию сейчас можно осуждать, не осуждать, но была такая черная страница. Да, сейчас прежде всего мы, граждане России, виноваты, что у нас до сих пор не увековечены вот такие места. Не забывайте еще какой момент, коммунистическая партия потом ведь это осудила, репрессия осудила. Были реабилитации, были, а ведь могло что, промолчать? Могло. Ведь представьте, вот многие ведь в 55-м могли не отводить, сказать, вот ты осужден на 25 лет, так ты геси до 70-х годов. Ведь представляете, ведь многие говорили, эффект экономики какой был этот? Пусть, да, это был подневольный труд, но ведь давал он эффект. Куда их ведь загоняли? Помните, дорогу строили по Северному Ледовитому океану вдоль, да? Сейчас ведь просматривался план еще. То есть вот здесь, видите, еще могилы. И всякие вот предприятия, Норильский никель и так далее. Да, где туда люди не поедут. Ой-ой-ой, Сергей Цыганов в прошлом году
ой, какой умница. И с командой сделал. Да, то есть вот тут, к сожалению, они, видите, не привели в порядок. Ну, они не успели, там видите, несколько да, человек у них было. сил, потому что, во-первых, они как сказали, они делали очень большую работу. Вот все могилы были завалены полностью деревьями, вон все две. То есть они расчистили их очень капитально, там был полностью завал. Вот, видите, они сколько перепилили, это они молодцы. Ой-ой-ой. Вот, ну я еще раз скажу, в 2005 году, вот поглядите, тут даже встречается трошка, тут было даже насыпано, вот видите, да, это вы дорожки делали. Таскали, видите, это какую щепотку. Да, они... Здесь насыпали. Эх, какие они молодцы. Это нет, прошлой вот видите, осенью. Если возможно, тут надо карты поднимать. Вот видите, если была здесь дорога проезжая. Это надо, их, по-моему, человек 4 могут сделать. Но это через несколько лет сгниет. Да? Да. А мы же, представляете, когда здесь делали в 2005 году, если вы фото поднимете, здесь каждая могила чурбачками была украшена. То есть небольшие чурбачки нарезаны, были посажены цветы. И вот спустя 15 лет все равно дорожка от вот этого камушка, да, она сохранилась. Да, видите, немножко он есть, его размыло, все это. Тоже вот видите, то ли кто-то копал, то ли вот здесь что-то было. Да, вот это странно. Кто-то что-то проводил какой-то здесь этот. То есть, может видите, быть, молодцы они сделали. Ой-ой-ой. Ну, глядите, здесь, видите, рядом вот как раз этот, уже пойма, и здесь, когда копал, конечно, вода была, стояла в раскопах. То есть, либо эти расстрелы, вот когда они, чем, августом месяцем датируются, либо это же была жаркая пора, когда они здесь. Потому что я не Копенгаген в репрессиях, это вам Владимир Кузьмич Абрамов надо спрашивать. Мне кажется, он даже больше знал, раньше издавали сборники, чем... Это вот мы все прошли, Игорь Александрович, или еще? Я говорю, я был только на той версии. Да, мы... Эти, вот Николай Андреевич рассказывал, они зарабатывали, представьте, ведь надо было все обнаружить, подумать. Надо было, может, там уйти. Они же и тут работали, по той стороне. Ведь были проведены шурфовки, мне кажется, на расстоянии туда еще километр разведочные ходили, понимаете? Думали, что может тут ложиться. Ведь вы знаете же предположение Владимира Кузьмича Абрамова, что это может быть только одно из мест расстрелов. То есть вопрос-то в чем? Когда это все нашлось и стали, думали же, может, здесь 3D вообще продолжать сюда, понимаете, несколько. Переходим к нашим пожеланиям, и мы вернемся по поводу... Пожелания следующие. А можно я вас... ну или... Давайте... Я пожелания скажу, да. потом Скажите, да, я потом дополню. По сути, я еще раз говорю, это были люди, попали под молох государства. Государство должно обеспечить им не просто вот такой здесь, а нормально провести эксгумацию. Вы видели, это делается в Воронеже. Да, это была темная страница нашего государства, мы правопреемник СССР Российской Федерации. Я не вижу в этом ничего плохого, если будет проведена нормальная эксгумация, они с почестями будут похоронены на том же 5-м мемориальном кладбище, да, будет там стела поставлена. Ну, не должна они так. Во-первых, эти могилы не охраняются государством, по моему мнению. То есть, к тому же, если выделят деньги, ну, к сожалению, сейчас с деньгами туго, провести ДНК-экспертизу, даже просто по вещам посмотреть. Просто кому-то не хочется поднимать эту тему. Да, эта сумма небольшая, это несколько десятков миллионов, я думаю. Ну, у нас стадион в год 300 миллионов содержания. Ну, видите, а здесь растянуть на несколько лет, несколько десятков миллионов. Правителем, да, у него были светлые, темные стороны. Нельзя говорить, что он был прям маньяком, прям лакал кровь младенцев. Нельзя сказать, что он был светочем, который вел СССР прям по светлому пути только бивался. Это был правитель со своими успехами, со своими неудачами, да. Был вот темный период, что когда, получается, внутриполитическую борьбу он перенес сначала на элиту, а самое страшное ведь были же расстреляны потом и крестьяне, и рабочие, и все остальные. Да, тот человек рассказал политический анекдот, до чего дошло, да. То есть вот этих как бы еще можно как бы немножко так слегка сказать, да, они были элитой, да, может где-то что-то не так сказали. А обычно крестьяне, да. Кто писались доносы, которых вырывали из семьи, которых давали 10-15 лет. Ведь большинство невинно пострадавших именно были простые люди, не номенклатура, да, не элита. Не интеллигенция даже. Да. Да, они как раз строили вот эти Норильск, как вы не скажете, дороги строили, много чего экономику, это какого. Многие потом уходили куда защищать. Вот я поднимал бойца, представляете, в 7 лет он был раскулачен вместе с отцом, а в 18 лет он погиб на высоте, защищая какую свою родину от фашистов. Остался в контратаке немецкой сбит и в окопчике он. Мы поднимали его, он лежал с гранатами, то есть он сражался, а в 7 лет он был раскулачен. И отослан из Алтайского края в болото Нарымского края. Игорь Александрович, хочется услышать ваши комментарии. Вот первое пожелание нашей инициативной группы, чтобы ежегодно проводилось поминальное мероприятие. И очень желательно, чтобы глава республики, как в десятках регионов, выступал со словами соболезнования репрессированным землякам и их семьям. 30 октября, день политического репрессирования.
Это бы сплачивало народ, общественное может согласие быть, да, было правильно. бы. Даже, может быть, скорее всего, после того, как он пару раз бы выступил, он бы сказал, давайте их перенесем. Да. Чтобы мне не придать. К тому же, Русская православная церковь, вот у них святой источник. Помогите. Тоже со своей стороны. Она имеет сейчас большое влияние РПЦ. Ну, обязывать мы не имеем права, но если бы они... Мы имеем право предложить, а они им бы имеют право да. решить. Они, может быть, и с удовольствием, потому что они там благоустраивают территорию, очень убираются. И здесь, то есть, может быть, им не разрешают. Они же не могут выступить инициаторами. Не знаю, мы просто говорим, если бы вот подключился РПЦ к вашему, кто-то в инициативной группе у вас есть с нашего в этот местного? Из, как сказать, руководства нет. Ну, вот видите, ваш ответ на вопрос. С другой Нет, стороны, это потому из что руководства республики я, никого может быть, здесь недостаточно авторитетен. У них собственная инициативная группа. Это не они виноваты, а просто они собственная, как бы, инициативная еще раз говорю, компания. есть 5-е мемориальное кладбище. Провести, как вы говорите, если здесь всего десятки миллионов, даже просто взять экспертизу, пока как бы останки каждый, потом в течение нескольких лет сделать все эти экспертизы постепенно, да, выделить ДНК. То есть нормально эксгумировать, провести эксгумационные работы, перезахоронить на 5-м мемориальном кладбище и как бы даже не столько закрыть, как закрыть вопрос как государство перед этими людьми. Во-первых, они не должны лежать, я еще раз говорю, как обычные животные здесь. То есть мы поэтому и думали, когда 2004-2005 год, это же все ведь шло, вы почитайте прессу, тут были события, тут видите, плиту уложили, тут приходили, и другие ведь были деятели, и прокуратуру приходили, мне кажется, кто-то, они как бы участвовали, а потом, видите, постепенно сошло на нет. Единственное, вот только всплеск, это получается, в каком году? В 10-м установили Ванду плиту, и все, после этого тишина. Наверное, года 3 назад. Но вот как вы считаете, вот тоже вы много интересуетесь историей, мы считаем, что необходимо тоже, как в десятках регионов, возвести здесь мемориальный комплекс. Мне кажется, здесь не надо. Здесь единственное, можно, ну, там лежит плита, можно просто установить, что здесь было когда-то место расстрела и упокоения останков репрессированных. Сейчас они перенесены на 5-е мемориальное кладбище. Вот после... так. Тогда правильно. Если эксгумировать и перенести, тогда там да. можно мемориально. А сейчас можно поднять место захоронения. Мое мнение, вот просто как поисковика, как человека, что здесь их надо поднять. Потому что мы почему, те же мы поисковики ездим в леса и поднимаем бойцов. Да, они там также могут лежать. Как у нас один боец наш говорил, а что их таскать-то с одного места, останки на другое, да? Их если надо опознавать, то же самое здесь сделать. Что бойцы лежат там, тут пройдут десятилетия. Вот видите, здесь же ведь буквально когда? Год-два назад в обратке им поднялся. А до этого мог прийти любой, прокопать, останки раскидать. А потом снесут и здание построят здесь, жилой комплекс какой-нибудь. Да не комплекс, ну просто что-нибудь придумают. Это какое. Тут же, я говорю, это вот где-то зафиксировано как захоронение, нет? Охраняется с государством, я не знаю, может охраняется, конечно, где? И причем кто-то рассказывал, что когда рыли пруд там, что кто-то из тех, кто раскапывал, обнаружили кости. Но это не точная информация, но, по крайней мере, до Николая Андреевича такая информация дошла. Все зальет здесь сильно, вообще тяжело будет здесь поднимать. Представляете, если вон та плотина лопнет вследствие каких-то естественных причин. Да. Тут слой еще вот так нальет. Там целый пруд большой, да. Представляете, то есть тут все сравняет. Как вот найти будут эти вообще могилы? Здесь... Их же надо на GPS забивать. Вот забили наши ребята на GPS или нет? Это интересно. 7 ям, около 700 останков тел, плюс-минус сотни. Здесь наверняка те, кто организовывали здравоохранение в нашей республике, систему образования, культуры и промышленность. И те, кто первые дела организовывал на репрессированных, их тоже сюда. Потом уже помните, если я помню, Владимир Кузьмич Абрамов рассказал, что наше управление одно из немногих, их которые не потом тоже расстреливали. репрессировали. Ну да, они шли в лагеря, там управляли лагерями. Осудили. Потом шли в штрафбаты, расстреливали тех наших военных. В десятки раз больше, чем в Германии. Ну, у вас, я говорю, Владимир, у вас свое мнение субъективное. Я говорю, читайте, у вас либеральный миф, я еще раз говорю. Но это мое субъективное. Ваше, может, другое вы скажете. Наоборот, недавно... ты, Черняев, это какой, двигаешь коммунистические мифы. Еще я вам в ответ скажу. Вот 2 недели назад в «Новой газете» опубликовали статью о статье 95 года о результатах работы военной юстиции. Там как раз вот озвучена цифра о расстрелах и сравнение, сколько расстрелов за военные преступления в германских войсках. Не уходите, пожалуйста, Игорь Александрович, здесь побудем. И сколько у нас. И вот вывод такой, или у наш народ такой плохой, или у нас такое было карательное правосудие в армии. Вот следующее наше пожелание.
в том, У чтобы... немцев за измену родине это какой? В десятки раз меньше. Вот удивительно. Все равно это какой издавали. Помню, что многие даже, понимаете, пугали ведь советскими. Люди просто бежали домой. То есть не переходили на сторону противника, бежали домой. А некоторые сражались. Помните этого немца, который получил Герой Советского Союза? Читали? В 1941 году ведь перешел на нашу сторону. Перешел на нашу сторону, воевал, погиб. А получил звание Героя Советского Союза. Я еще раз говорю, неоднозначно Советский Союз. Понимаете, еще вы забываете один момент. Если бы Советский Союз такой плохой, как его так защищали? Понимаете, многие крестьяне очень радовались Советскому Союзу. Глядите, вначале дали землю. Они не Советский Союз защищали, они давайте поговорим. Глядите, народ защищали. Самое главное, не забывайте. Свою семью. Что был какой момент? Социальный лифт заработал. Да, Российская империя позволяла единицам достигать верха. А извините, впервые сын крестьянина мог стать академиком. Вот какой ценой? Ценой слез, там, миллионов семей. Нет, это что за Нет, давайте это будем говорить, лифт? что сначала были до 20-х годов кто-то поднимал, кто-то 30-е, потом после войны поднимали. В общем, мы должны сделать урок, что больше такой ценой социальный лифт мы организовывать не должны. Вы неправильно, я говорю, вы логику подменяете. Это были правильно? Вот эти репрессии, темные стороны, они надо помнить, надо знать, то есть тоже наши, понимаете, сейчас может измениться ситуация и начнется тоже преследование, да, то есть бывало такие, мы не будем говорить, может тоже в США вы увидите через несколько десятилетий такую же ситуацию, да, сменится парадигма общества и начнется преследование, да. Мы должны это осуждать, в какой бы это стране ни было. Потому что не забывайтесь, те же американцы демократичные, вспомните, сколько они японцев загнали в лагеря и погибали там, ведь тоже ведь не расстреливали, погибали от чего? От болезней, от недостаточности питания тоже погибали. Было? В демократичной стране США. Поэтому я не говорю, что вот это надо сравнить и забывать. Я еще раз говорю, социальные лифты многое давали Советскому Союзу. И многие, видите, ведь немцы, когда в Троллях писали, везде школы построены. Видят, что кто-то сражался до последнего, потому что они впервые поняли, что государство о них заботится. Да, была темная сторона, когда государство что начало делать? Вот такие вещи. Но извините, государство потом что после войны? Это все реабилитировало, и жертв. Ведь сколько по лагерям сел, мы говорили. Поэтому, можно во времена перестройки уже реабилитировали в основном. Там меньшинство только временных. Я хочу вас спросить, потому что это вот цена и вот красивых слов об индустриализации, коммунизме и так далее. Вот цена, что сотни невиновных людей в такой форме. Я вот вас хочу спросить следующее наше пожелание, чтобы в Мордовии на стенах последнего места жительства крепились мемориальные доски и памятные таблички. Как тоже это уже больше 1000 по всей стране такие если есть можно доски. сказать, сначала давайте добьемся, чтобы их нормальных сгумировали, перезахоронили, а потом будем таблички. Потому что, знаете, есть такая теория маленьких шагов, да? Давайте сначала вот сделаем, чтобы отсюда они были убраны, сгумированы, да, забраны со всеми почестями, чтобы со всеми светскими и православными обычаями были похоронены. Кто-то из них, конечно, атеисты, кто-то верующие, были разные были здесь люди, кто-то вообще мусульмане. Я знаю, тут приезжал мусульманин, он от какую прокурор Сотни и он увидел, татар были очень расстреляны, покривился, когда увидел кресты, что вот здесь православные наставили священники, а здесь были ведь разные верующие тоже. Тут и евреи были лежат, тут, понимаете, весь многонациональный и вероисповедание всего советского, это как у Российской империи, потом Советского Союза лежит. Поэтому я говорю, если маленькими шажочками делать, сначала добиться эксгумации. Или как вы хотите, сначала добиться, чтобы сюда на день репрессированных приезжал глава республики, например, да, проводилась поминальная служба, говорились слова о том, что это надо нормальных убрать, потом через какое-то время найдутся деньги, их все-таки эксгумируют, перенесут. И как бы уже и тема закроется, тема закроется, что они не лежат вот так, что государство их чтит, и государство возвращает свои долги. Игорь Александрович, извините, когда кончается, еще выскажитесь по поводу установки в Саранске памятника жертвам политических репрессий и организации музея. Давай, я и говорю, Владимир, теория да одно другому не мешает. Поэтому не мешает лучше, одно другому. Вы понимаете, вы просчитайте, что вот этот год, ближайший вот это, добиться, чтобы, например, было здесь организовано посещение головой или кем-то из правительства, что было вот как бы сказано слова, потом через какое-то время добиться эксгумации, а потом можно постепенно и музей, и все. Но вы это поддерживаете? Мемориальные доски, памятник, музей? Я считаю, что к этому надо стремиться, идти и двигаться. И открытие архивов вы поддержите, и продолжение реабилитации тоже, да? Потому что вы об этом тоже говорили. Уже как закрыли? Персональные данные. Ну а что вы хотите? Чтобы вам в списке показали, кто подписывал о расстрелах? Вам не покажут, потому что сейчас персональные данные — это порочащие сведения, я еще раз говорю. То есть они закрыты не с
целях даже, чтобы скрыть правду, а видите, как под видом того, что это персональные данные человека, и через какое-то время вы можете его внука очернить, а он занимает какой-то пост или То есть вы, как историк, поддерживаете, что от вас скрывают информацию Нет, историческую 80-летней давности? Нет, я считаю, что ее должен открывать, но я еще говорю, они делают, тогда не оправдывайте они это. делают под таким соусом, что вы всегда получите ответ, что ее не закрывают. Да, они и расстрелы, и они, вернее. Оправдать можно все, что угодно. Для нас должно быть правило. Если принят закон, столько-то лет прошло, это во всех странах. Чем мы так особенно? Историкам нужна информация. Без этого вы не можете. Вот вы меня сейчас переубеждали, старались. Нет, чтобы должно быть что? Чтобы от вас факты скрывают. Объективное понятие, да, как вот в Центральном архиве Министерства обороны закрывают по донесению. Почему? Знаете почему? Потому что там идут подвиги, за что не наградили, а потом идут убийство, изнасилование нашей армии, это как ее дезертирство, предательство. О чем это говорит? Понимаете, все забываются, что в армию ушло все наше общество. А оно до сих пор, откройте газеты любые, вы увидите, что каждый день происходит убийство, еще более страшные вещи. Понимаете, никуда не делось. У нас боятся очернить нашу прекрасную рабоче-крестьянскую армию, что она должна быть светлой и красивой. Нет, это были обычные люди. Кто-то приходил с темными мыслями, кто-то до последнего дрался, кто-то, наоборот, сдавался немцам и становился предателем, кто-то просто даже, не становясь предателем, грабил собственное население или убивал собственного офицера, да, он мог попасть в штрафбат, не мог попасть. Но должно быть все открыто. Так же, как с этим я говорю, если было бы все открыто, если бы мы перенесли все нормальные останки, это было все правильно. А победили мы в войне благодаря Сталину или вопреки? Я думаю... Не мы, вернее, а вот благодаря, наши предки. Потому что все шаги, которые предпринимались в 20-е и 30-е годы, были им сделаны для укрепления государства, для... Вы не забывайте, большевики что хотели? Всемирной революции. Чтобы получить всемирную революцию, надо было что иметь? Они власть хотели, а это красивые слова. Еще раз говорю. Они хотели всемирную революцию. Понятно, что это власть над всем миром. Они хотели установить, где-то силой оружия, установить лучшее общество, как они считали, для населения. И для этого что им надо было развить? Промышленность, науку и собственное население, чтобы было в достатке. И это. Но при этом поиски лучшего общества иногда приводили вот к таким нехорошим вещам, которые должны быть сейчас что? Достойно государством обелены обратно, да, то есть останки забраны, поставлены памятники, должны вспоминать, чтобы такого никогда не повторилось. Игорь Александрович Черняев, спасибо вам большое. Ой, когда за мной ФСБ придет? Они придут, видео продолжается, и вместе с нами поучаствуют вот в увековечении памяти репрессированных земляков, потому что они тоже, все руководство Федеральной службы безопасности и генерал Бортников говорит, что это совершали эти репрессии карьеристы, они чужды идеи государственной безопасности, даже они как понимают, как ведомство, они же не могут сказать, что мы вообще отрекаемся от себя. То есть формально они тоже поддерживают идею увековеченной памяти репрессированных. Я думаю, они тоже вместе с нами и все общество в этом восстановлении доброго имени только сплотится. И это никому это не мешает, это объединение, вот это правда о нашей истории. Еще раз вам спасибо большое.